Химфак ТВ. И как мы вам обещали, сегодня наше эфирное время будет посвящено первокурсникам, вчерашним школьникам и абитуриентам. Итак, наш первый гость – великолепная Адель. Здравствуйте. Привет, Адель. Как настроение? Нормально. Ну, рассказывай, как у тебя прошел 1 сентября? Как тебе университет в целом? Сложно? Старшекурсников боишься? А преподавателей? И вообще, купила цветы на 1 сентября? Ну, в целом неплохо. Цветы я не взяла, хотя мама настаивала. Очень много людей было на 1 сентября. 50 человек в школе было, и плюс учителя, а здесь столько народу. Я табличку химического факультета-то не сразу нашла. Но потом-то наверняка все стало гораздо круче. Тебе же понравилось? Да, ну, я думала, что будет что-то такое. Let's go! Тоже очень зажигательно. Да, зажигательно. Теперь мы ждем следующего гостя, Анастасию. Здравствуйте. Не могу не сделать вам комплимент, вы просто великолепно выглядите. Спасибо, я знаю.
Расскажите, как прошло ваше знакомство с университетом? Ну, на линейку я не пошла, не решила, что надеть. На первую пару тоже не решила, но маму этот довод не убедил, и мне пришлось идти в универ. И вот знаете, прихожу я такая, просто никакая. Кудри не завила, помаду не подобрала, туфли были и те из прошлой коллекции, и вижу его. Как интересно, первая любовь. И кто же этот счастливчик? Старшекурсник, конечно. Зачем мне эти школьники нужны? Вот иду я, значит, мимо него и думаю, все равно влюбится, ведь я лучше всех этих. Ну это, вы теперь вместе? Ну, конечно же, нет, я его сама бросила. И вообще, я не хочу это обсуждать. Это не для прессы. Ну и следующий наш гость, Регина. Добрый вечер, благодарю за приглашение. Можно присесть? Да, конечно. А еще говорят, нынешнее поколение невоспитанное. Наглая ложь. Я могу с вами поспорить на тему замечательности восприятия штата поколения младшего, как отражение комплексов первых и зависти более молодых и привлекательным особям. Пожалуйста, лучше расскажите нам о своей учебе. С радостью. Я начала готовиться к своему первому коллоквию, но сразу, как только раздали вопрос. Считаю нецелесообразным откладывать такие важные дела долгий ящик, тем более никто не станет спорить с тем фактом, что первое впечатление, произведенное вами на преподавателя, будет влиять на вашу дальнейшую учебу. Я выучила все вопросы, готовилась по 3 учебникам и 2 электронным источникам. В общей сложности просидела 10 часов в читальном зале. И что в итоге? Догорело все. Слезы на платье и сица.
Да, не всем удается сдавать зачетные экзамены с первого раза. Но не стоит унывать, кстати, еще не скоро, самое время встретить следующего гостя. Вы, судя по всему, по-настоящему увлечены химией. Химия – это мой бизнес, моя территория. Химия – это я. Нет никого круче в лабе, чем я. Когда я подхожу к тяге, пробирки так и мечтают попасть ко мне в руки. Реактивы так и кипят, взбудораженные возможностью стать частью моей империи. Поэтому я так ждала лабораторных занятий, чтобы все всем показать. Но это же так опасно. Ты не понял, парень? Я и есть опасность. И вот значит, прихожу я в лабу, начинаю работать, и вот. Так, ничего руками не трогаем. Ну-ка не смей трогать вытяжку. Не зажигай кислоты. Никаких лабораторных сегодня. Сегодня мы рисуем колбы. Наша последняя гостья – это воплощение всего нежного и английского. Встречаем! Здравствуйте! Я так волнуюсь на самом деле. Ну, вы все такие чудесные. И вы такое чудо. Ой. Ну, так, Ну да, все это, конечно, хорошо, но может вы нам что-нибудь расскажете? ой, знаете, единственная моя отрада — это мои одногруппники. Господи, какие они зайчики, я бы так пыти постоянно делала. Я бы с ними хотела бы кушать, домашку бы вместе делать, чаепитие